Друзья, доброе утро, Эдик Хелшин. С вами снова я, Лейла, с канала «Как-то так у Лейлы». Так, сегодня я хочу вам показать, у меня, правда, есть на канале рецепт кабачковой икры, но еще раз, меня, друзья, девочки просили, чтобы показать снова. Ну, тем более мне надо было сделать для самой еще икру, потому что мы ее закончили. И сегодня я покажу вам рецепт этой икры. Значит, что нам для этого нужно? 3 килограмма кабачков, килограмм моркови, килограмм лука, желательно белого лука, но у меня, к сожалению, его не было, желтый, но и желтый годится. 7 зубчиков чеснока, столовая ложка сахара, 2 столовые ложки соли, 4 столовые ложки томатной пасты и черный перец для вкуса. Если вы хотите, можно добавить зелень и петрушки, и укропа. Я не люблю. Итак, друзья, все. Я пропюрировала кабачки, лук и морковь. И теперь, пока на сильном огне, но только обязательно тщательно перемешивать, потому что если... Ну, в чугунке еще может не подгореть, а так обычно она подгорает. Как только начинает закипать, на медленный огонь и 40-45 минут должна томиться на огне, на медленном огне, часто-часто помешивая. А потом, за 20 минут до готовности добавим все вот эти наши ингредиенты. Друзья, вот теперь мне осталось моей икре вариться 20 минут еще осталось. Соль я уже засыпала, забыла, что мне надо снимать. Значит, 2 ложки соли, ложка сахара, 4 ложки томатной пасты, 7
7 зубчиков чеснока. Друзья, если вы не хотите запах, все-таки после того, как икра сварилась, остается запах, такой небольшой запах чеснока. Если вам неприятен этот запах, то можете вообще не добавлять. Я вот один замес сделала без с чеснока, а один вот с чесноком. И черный перец на ваше усмотрение, сколько хотите. По рецепту, я повторяюсь, по рецепту идет и зелень, но я не люблю добавлять зелень. И все тщательно перемешать теперь и 20 минут продолжать тушить. И потом уже в стерилизованные банки, я обычно даже и не стерилизую, как я уже несколько раз показывала, просто заливаю кипятком, прикрываю крышки и минут 10 оставляю их, потом выливаю и все. Сюда я ничего не добавляю, ни салицилку, ни уксус. Прекрасно стоят всю зиму до весны, ничего с этой икрой не бывает. Вот так, друзья, готовьте. Конечно, у меня уже второй раз показывается икра, но вот я уже повторюсь еще раз, вы меня очень просили. И вот, друзья, кабачковая икра моя готова, как видите. 4 баночки и вот такая вот чашечка у меня получилась. Очень вкусная. Друзья, готовьте. Это несложно. Я надеюсь, вам понравится. Ну вот, как-то так.